В России стартовала президентская кампания. Начало новому электоральному циклу положил ролик в YouTube. Оппозиционный политик Алексей Навальный стал первым, кто публично объявил о желании участвовать в выборах. В Кремле уже заявили, что относятся к этому никак. Подробности Екатерины Бучневой. Я иду на выборы, и я буду бороться за победу. Алексей Навальный стал первым участником президентской гонки 2018. О своем выдвижении он заявил за 1,5 года до выборов и уже представил свою программу. Он выступает за борьбу с экономическим неравенством и коррупцией, децентрализацию власти, прекращение военных кампаний в Сирии и Украине, сближение с Европой и введение визового режима с Центральной Азией. Он также обещает провести судебную реформу, модернизировать российские дороги и в 2 раза увеличить расходы на здравоохранение. Настоящих выборов в России не было с 1996 года, и это одна из причин нашего бедственного положения. Ведь те, кто сейчас у власти, находятся при ней 17 лет, и они перестали реагировать на любые замечания. На выборах нам пора выбирать не только человека, пора выбирать между застоем и программой развития. Я такую программу развития готов предложить стране. Я готов доказать, что она лучше, чем то, что предлагает власть. Но прежде чем побороться за голоса избирателей, Навальному предстоит побороться за допуск к выборам. Еще месяц назад основатель Фонда борьбы с коррупцией не имел права выдвигать свою кандидатуру из-за судимости по делу Киров-Леса. 16 ноября Верховный суд отменил обвинительный приговор после того, как Европейский суд по правам человека постановил, действия, за которые осудили оппозиционера и его соратника, бизнесмена Петра Офицерова, неотличимы от предпринимательской деятельности. Впрочем, сейчас дело вновь рассматривается в Кировском суде. Хотелось бы поднять ставки, если является уже кандидатом в президенты. Осудить кандидата в президенты гораздо сложнее, чем простого гражданина. Таким образом, он пытается опереться на такой неформальный статус кандидата в президенты. Для официального выдвижения Навальному необходимо либо заручиться поддержкой зарегистрированной партии, возглавляемую им партию прогресса Минюст в прошлом году регистрации лишил, либо идти на выборы самовыдвиженцем. Тогда необходимо собрать 300 тысяч подписей, при этом не более 7,5 тысяч из одного субъекта. Многие политологи считают, что стать кандидатом без негласного одобрения власти у Навального не выйдет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле к решению Навального побороться за президентское кресло, цитата, никак не относятся. Кремль, в общем, не боится этих выборов, считает, что Путин легко одержит победу и может пойти на это решение, хотя я не думаю, что оно уже принято. В любой момент можно остановить Навального, собрать то количество голосов, подписей, которые ему необходимо, весьма сложно, сказал, даже практически невозможно, без согласия власти. На выборы мэра Москвы в 2013-м Навальный шел от Парнаса. Тогда он набрал более 27% голосов, уступив лишь действующему главе города Сергею Собянину. С тех пор оппозиция заметно ослабла, а один из сопредседателей Парнаса Борис Немцов был убит. Однако протестные настроения, говорят политологи, никуда не делись. Есть понимание, что все-таки президентские выборы должны быть более яркими, более конкурентными, чем это было последние годы в России. И в этом плане Навальный, несмотря на то, что воспринимается как опасная фигура, все-таки он делает более публичными, заметными те протестные настроения, которые в обществе есть, и делает тем самым протестное движение более прозрачным для власти. По оценкам политологов, Навальный может набрать на президентских выборах 10-12% голосов, объединив критиков действующей власти и разочарованных лоялистов. С кем придется соперничать оппозиционеру, пока не ясно. В начале декабря президент Владимир Путин на встрече с работниками Челябинского завода сказал, что мечтает успешно завершить свою карьеру.